Здравствуйте, в государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Единогласное решение. Парламент республики одобрил кандидатуру генерального прокурора. Работа по итогам президентского послания. Доклад министра образования и науки о проделанной работе. Дни культуры Южной Осетии прошли на высоком уровне. И сегодняшней пресс-конференции министра культуры Рады Дзагоевой. Парламент республики одобрил представленную президентом кандидатуру на должность генерального прокурора. Так, главным прокурором страны назначен Григорий Собаев. Решение было принято единогласно путем открытого голосования. Глава государства Алан Каглоев отметил, что по итогам голосования виден настрой парламента на конструктивную работу и выразил им благодарность. Парламент Южной Осетии одобрил назначение Григория Собаева на пост генерального прокурора. Представленную президентом кандидатуру парламентарии поддержали единогласно. Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Каглоев отметил профессиональные и личные качества Григория Собаева, а также многолетний опыт работы в системе следственных органов. Kajder koduna gaska, kajder zvonuktan gaska, vadar susna šakove kultu. Ste oradan kurbo šuttan, div deputate, vahadaktar, David Georgievich-tar, ove borderdar, što je prokuror kavesni sonkan, kave umahišovali prokuror, umagaska i uhodna šedesna. Mana Daviduna, John Buloče forsto tarotu, وقت خیلی فرصتی فلج بیرا قطعت خیسون مدوقت وقت نفلس شداری ترک قطعت خیس ودون وقوستار دندر پروکوراتورا کنجین زاگون کدوم مزاگون مگسکه کدوم داله کسون افتاد. Глава государства поблагодарил депутатский корпус за принятое решение и добавил, что согласованное функционирование и взаимодействие исполнительной и законодательной властей позволит выйти республике на новый уровень развития. Safel darhoy. Kadiyuldar, Antoniuldar, Navadar, konstruktiverdam, orazanırdan kabul kesturi. Штырбузнугун. Председатель парламента поздравил Григория Собаева с назначением. Алан Албуров отметил, что должность генерального прокурора требует большой ответственности и самоотдачи. Подчеркнул готовность законодательного органа оказывать содействие в решении всех вопросов. Хочу поблагодарить депутатский корпус за сегодняшнее единодушие. Если конструктивно будем работать и взаимодействовать с президентом, с исполнительной властью, я подчеркиваю, конструктивно, чтобы каждый министр, премьер-министр, правительство слушали и слышали депутатов. Мы тоже, кроме правильных вещей, правильных решений предлагать не будем. Если мы будем взаимодействовать вот в таком же конструктиве и дальше, как сегодня показал депутатский корпус, я думаю, у нас получится. «Я осознаю объем оказанного доверия и ответственности», – сказал Собаев и заверил, что использует весь опыт работы для добросовестного выполнения всех задач, возложенных на Генпрокуратуру. Я хотел бы поблагодарить президента
президента и весь депутатский корпус за оказанное доверие. Хочу с уверенностью заявить о том, что мной осознается весь объем оказанного кредита доверия, ну и, соответственно, ответственность, которая лежит, возлагается в данном случае на генерального. Обещаю в данном случае исполнять свои обязанности в строгом соответствии с нормами и буквой закона. Спасибо большое. В ходе сессии Григорий Собаев ответил на вопросы депутатов. Они касались расследования громких резонансных дел. В частности, речь шла о деле Джабиева. Все причастные в совершении должностных преступлений понесут заслуженное наказание, добавил Собаев. Виновные лица, как вам известно, привлечены к уголовной ответственности как и бывший генеральный прокурор, так и бывший министр внутренних дел. Расследование оно не остановлено, не завершено, продолжается ход расследования. И по мере выделяются из основного уголовного дела материалы. Я с уверенностью могу сказать, что виновные, все и причастные к совершению вот этих должностных преступлений, они понесут заслуженное наказание. Участники вот этого уголовного дела в покушении на бывшего министра Нанева, они были оправданы, и, соответственно, за ними было признано право на реабилитацию. Этот судебный акт, он не оспоренный сейчас, находится в законной силе. Касаемо, на какой стадии сейчас данное уголовное дело, оно в производстве. Оперативный состав правоохранительных органов МВД и других силовых структур ориентирован на установление лиц, причастных к данному. То есть идет расследование. Это все зависит от оперативной работы и работы следователя, который устанавливает истину по данному делу. Говорить сейчас о результатах пока преждевременно, все находится в стадии. Да. Причин не поддержать кандидатуру Собаева у нас не было, отметили депутаты политических фракций. Ни одно ведомство не в состоянии работать полноценно и эффективно без, скажем так, без начальника. То же самое, были прецеденты, мы видели, что такая ситуация была в МВД, такая ситуация была в обороне в свое время, такая ситуация сейчас, кстати, в контрольно-счетной палате. Поэтому, хотя существует и в РИО, и в РИД, но практика показала, что ведомства в полную силу работать без начальника не могут. А о том, как будет работать новый генеральный прокурор, мы оценим через некоторое время и даст парламент соответствующую оценку его деятельности. И если его деятельность не будет соответствовать тем данным, которые нам были предоставлены, тем обещаниям, которые нам были озвучены, в том числе и на заседании парламента, я думаю, что парламент задаст соответствующие вопросы о целесообразности дальнейшего нахождения этого человека, этого или любого другого на той должности, которую он сейчас занимает, и соответствует ли он этой должности. Собаев Григорий Гурамович достаточно компетентный человек, компетентный специалист в этой области. Он проработал определенное время и в правоохранительных органах, и в прокуратуре, то есть практически полностью связан с юриспруденцией. И в том числе, как вы знаете, он был судьей, то есть разносторонне подходил к этому вопросу. Сейчас на данный момент этот единогласно сегодня парламент утвердил его кандидатуру, и в принципе мы желаем ему плодотворной работы, очень непочатый на самом деле край работы у него будет. Мы надеемся, что он на самом деле выправит ситуацию. Ситуация в Южной Осетии уже несколько раз тяжелая в этом отношении по надзору над законностью. То есть его главная цель генерального прокурора – это надзор над законностью. Я думаю, что с этим вопросом он справится, с этой работой он справится, и наконец-то в Южной Осетии наступит верховенство закона. В завершении сессии депутаты обсудили с президентом ряд важных вопросов. В свою очередь, Алан Гаглоев заключил, что по итогам голосования виден настрой парламента на конструктивную работу и выразил им за это благодарность. Он добавил, что руководство всегда открыто для диалога с парламентом. Лена Газаева, Регина Черткоева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Вопрос совместительства, внесения изменений в закон об образовании, нехватка определенных специалистов. Сегодня министр образования и науки Аслан Лулаев отчитался о проделанной работе по итогам послания главы государства. Министр отметил, что по всем вопросам проведена большая работа.
Министр образования и науки Аслан Лулаев отчитался о проделанной работе по итогам президентского послания. Один из основных поручений касался вопроса совместительства. Аслан Лулаев доложил, что в министерстве была проведена большая работа. Мы вызвали каждый район отдельно. Каждые тарификационные списки каждого образовательного учреждения проверялись вручную, пофамильно, на предмет допустимости нагрузки. То есть и по часам, и по ставкам. Таких фактов выявлено не было. На сегодняшний момент такая работа продолжается. Мы должны сделать все, чтобы этот вопрос раз и навсегда закрыть. Но начать нужно с самого себя, начиная от главы администрации, главы руководителя аппарата правительства. Начинать надо сверху вниз, а не так, как всегда было снизу вверх. Министр рассказал о квотах, предоставленных Российской Федерацией. Целевые места в вузы Российской Федерации уже распределены. Испытательные экзамены завершены. Абитуриенты, поступающие по линии МВД, МЧС, пока сдают экзамены. Лулаев подчеркнул, что прорабатывается вопрос о внесении изменений в закон об образовании. Поправки касаются подписания договоров с Министерством образования при поступлении в российские вузы. Мы еще не знаем, какая ситуация сложится, но по аналогии с прошлым годом у нас остались невостребованные специальности. То есть абитуриент выбирает то направление, когда его зачисляют, он выбирает то направление, куда больше хочет поступить. В этой связи мы в течение, наверное, 2 недель должны внести изменения в закон об образовании, в статью 58, которая, извиняюсь за выражение, определяет, регулирует целевое обучение, с той целью, чтобы законодательно закрепить эти нормы, чтобы была возможность заключения трехсторонних договоров. Это само ведомство, которое отправляет абитуриента на учебу. Это вуз, в котором он учится. Это либо сам абитуриент, либо, если он еще не достиг совершеннолетия, его законный представитель. С тем расчетом, чтобы по окончанию обучения гражданин был трудоустроен в том ведомстве, которое его отправляет, либо же в этой сфере. Алан Гаглоев обозначил проблему нехватки специалистов в тех или иных сферах. По словам президента, необходимо работать по госзаказу и готовить необходимые кадры для республики. Эту работу надо делать совместно с Юго-Остинским государственным университетом и со всеми ведомствами, потому что надо провести анализ и получить точные данные, в каких сферах и сколько специалистов сегодня нам не хватает. В своем послании Алан Гаглоев дал поручение разработать программу по популяризации и развитию остинского языка. Глава государства привел в пример проект государственного телевидения «Конкурс поэзии и прозы «Дзерт». Менахиш астефиттам, стемена финал кудис. Вот эртаминай филдероди могыз махадаг дарумат. Эртаминай филдероди мог боктис кавдойбен. Менасувалаттам кустом милкамания зардасунгаги охан мидищим. Аслан Лулаев доложил, что в этом направлении идет совместная работа с Министерством культуры, научным институтом и Юго-Остинским государственным университетом. Буквально на днях состоялась встреча, где стороны обозначили свое видение, обсудили предложения и идеи. Уже в ближайшее время мы предоставим программу, подчеркнул министр. Органы государственной власти работают, но чтобы завлечь молодежь, в частности подрастающую молодежь, мы понимаем, что надо выходить на те ресурсы, которые для них востребованы. Это социальные сети, это те же самые медиаресурсы, которыми наши дети, это факт, они не пользуются. И готовый документ, проект документа, мы рассчитываем в начале новой недели на ваше рассмотрение представить. В этом вопросе важную роль также играет издание учебника по истории Осетии. Работа над ним началась давно, однако в силу определенных причин не была доведена до конца. По словам Лулаева, в редакционный состав учебника включен историк профессор Руслан Бзаров. Бзаров как историк, как ученый, имеет очень большой опыт в написании непосредственно учебников, чтобы и педсоставу, и учащимся было легче усваивать тот материал, который там изложен.
Mena истории находят загоммак нафса. Эмборная, водисна история, охам кохшафта, охам зенжинатта кадун. Окайзар да мена шудест, фарестестам, джобундар рисам, фаландар история менай. На история кума находят нафса, мена сувалат тазуну. Кенотон на история. Эндерноцита мендеродамта сахиул нафшчест. Меюфес некенам шагайдар кудуди софтамей. Мею розесуэм нафастема молказам фалероз. Алан Гаглоев также поручил министру образования разработать программу досуга молодежи. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Алан Гаглоев поздравил президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро с Днем независимости. В поздравительном послании, в частности, говорится: «От имени народа Республики Южной Осетии от себя лично направляю вам и всему венесуэльскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Боливарианской республики Венесуэла. Этот знаменательный день вошел в мировую историю как День торжества исторической справедливости. Рад воспользоваться настоящим приятным поводом, чтобы пожелать всему дружественному народу Венесуэлы мира, успехов и благополучия». Дни культуры Южной Осетии в Ульяновской области прошли на высоком уровне. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила министр культуры Рада Дзагоева. Выступления государственного ансамбля «Симда» и Госдрамтеатра в Ульяновской области вызвали восторг у зрителя. Рада Дзагоева также рассказала о том, что в преддверии Дня Республики в Южной Осетии выступит Ульяновский государственный ансамбль песни и танца «Волга». О чем еще говорили на пресс-конференции в сюжете Стеллы Бязаровой. В Ульяновске прошли Дни культуры Южной Осетии. Российскому зрителю была представлена насыщенная программа, театральная постановка «Самоубийца» по пьесе Николая Эртмана и литературно-музыкальный спектакль «Костарь» режиссера Романа Гаврия. На сцене драматического театра имени Гончарова артисты театра впечатлили ульяновского зрителя. Что касается непосредственно Дней культуры в Ульяновской области, то прошли они на очень высоком уровне. Сразу хочу пояснить, что театр этим летом, вот в июне, совершил большой гастрольный тур по регионам России. До Ульяновска эти же спектакли «Самоубийца» и «Коста» были представлены в Набережных Челнах. После Ульяновска уже были эти показы, состоялись в городе Саранск. Не менее впечатляющим было выступление государственного ансамбля песни и танца «Симд». Артисты показали многообразие и самобытность национальной культуры. Губернаторский дворец культуры на 1200 мест был переполнен. То, что «Симд» у нас выехал и представил свое творчество в Ульяновской области, эта поездка состоялась благодаря финансовой поддержке президента нашей республики Алана Эдуардовича Гаглоева. Также нам помощь оказал предприниматель Рустик Ирастович Хугаев. Хочется им выразить благодарность, потому что поездка на самом деле была важная, нужная и для культуры Южной Осетии, и для наших артистов. И вообще у нас там на очень высоком уровне прошли Дни культуры Южной Осетии. В рамках рабочей поездки состоялась встреча министра культуры Южной Осетии Рады Дзагоевой с председателем правительства Ульяновской области Владимиром Разумковым и министром искусства и культурной политики Евгенией Сидоровой. Обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества. Ожидаем приезда представителей Ульяновской области, правительства Ульяновской области с тем, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве здесь, в Цхинвале. Наши ульяновские коллеги заинтересованы в сотрудничестве с Южной Осетией. У нас есть ряд направлений, которые мы можем развивать, и это будет приносить ощутимый результат. Рада Дзагоева сообщила, что обменные культурные мероприятия с Ульяновской областью будут продолжены. Например, осенью в Цхинвале выступит государственный ансамбль песни и танца «Волга». У нас в республике пройдет 2 концерта. Один концерт представит ансамбль «Волга»,
И второй концерт – это немножко такой интересный будет проект, совместный концерт ВОКИ и нашего государственного ансамбля песни и танца «Симт». Мероприятия пройдут в преддверии Дня Республики. Планируется провести концерты 18 и 19 сентября в День государственного флага. В целом для творческих коллективов год выдался плодотворным. Гастрольная программа была насыщена. Дни культуры Южной Осетии прошли также в Чечне и Абхазии. А в рамках программы «Обменные культурные мероприятия» концерты Симда состоялись в Краснодаре и Ростове-на-Дону. По словам Рады Дзагоевой, в новом сезоне география гастрольной программы будет расширена. Кроме того, осенью пройдут мероприятия, посвященные юбилею ансамбля Симд. Конечно, на осень мы планируем и определенные мероприятия, связанные с этой значимой для национальной культуры датой. До этого мы планируем провести небольшие изменения в структуре коллектива, потому что, да, плюсов очень много, но вот эта активная работа, она выявила в том числе и очень много недостатков, которые надо устранять. В ходе пресс-конференции Рада Дзагоева также рассказала о мероприятиях, которые пройдут к юбилейной дате признания независимости Южной Осетии Российской Федерации. В них будут задействованы все творческие коллективы нашей республики. Более того, переговоры ведутся с несколькими российскими творческими коллективами. Стелла Вязарова, Алим Батаевла, Али Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Продолжается строительство старого моста в Цхинвале. Из-за погодных условий и сильных дождей работы были приостановлены. Сейчас они возобновлены в полном объеме. Вся необходимая техника и стройматериалы имеются. О проводимых работах нашей съемочной группе рассказал главный инженер ГУП Вадим Джеккаев. Строительство старого моста на улице 13 коммунаров продолжается. По словам специалистов, частые дожди в начале лета помешали активному строительному процессу. Однако теперь погода позволяет приступить к работам в полном объеме. Вадим Джеккаев добавил, что сейчас на объекте работает 7 человек. Для того фронта работ, которые мы сейчас выполняем, их достаточно. В работах задействованы 2 единицы спецтехники. Проблем со стройматериалами у нас нет, сказал Джеккаев. Для удобства горожан и в особенности жителей Левобережья оборудован временный переход из металлической конструкции. Алена Утева, Аида Кочева, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В высокогорных селах Тедели и Тесина возобновится бесперебойная подача электроэнергии. Работы по замене линий электропередач завершатся в течение 2 дней. Ранее с проблемой в ходе инспекционного объезда ознакомился президент Алан Гаглоев. Глава государства дал поручение главе РГУП «Энергоресурс Южная Осетия» устранить ее в кратчайшие сроки. Ход работ проверила наша съемочная группа. В селах Синагур и Тедели Дзауского района в настоящее время проходят работы по замене линий электропередач. В этих высокогорных селах давно не менялись провода, из-за чего в зимний период времени во время снегопадов жители нередко оставались без света. ولدی خجار ماجی باز زاده یافته من بنتور رای ویناگو نبی امیس باخت روی امروز فلا امیس روز فلا نوک провод как авиаде خجار сворозы من агизалина истаута. Сейчас же по поручению главы государства Алана Гаглоева уже месяц работы идут полным ходом. Президент поручение Синагур роистом Армастандар трансмотор на роистом фала некото роистом я зарун ди орта позоди орта Советский Союз хастама Гуржия сам шедисте я орди сорстуйма зарун кота ди мави роистом теделите то роистом трансмотор дарма я вита мен теделите ну живам линьота дар
نگوخشی افتاده بوشی اومای ولسیت کنجست تماشیاس عادت سروجست قاوه ولا ولو خشیت ودی تنکسلا بیدو ترانسفورتورسان دوردودی مستوی بودن سخت مخ نگه مالینو سخت مالدار ترانسفورتور من خاک کنجست والدار ایسوارتون ما ерен адамдар вроде бы در کوتی بوزنی نخستارجیست توی شتو روز فخوز داری فاید داری ما کت فوجستو هاشه دول ерен کوسام وجه پشتی یومای ما گیتل نکرد افتار باقی داشت توی ایدودی فلا обун сум и набу фавжистам. Меняют не только провода, поменяли 2 трансформатора и счетчики, которые сгорели в результате электроаварии. Все счетчики это штейтер водун студени уолда роишто. Витоги шуди алшавараш. Високи не знам как то еде дола мегафони да рошди ма босахто адаманса. Еде хабарте. Мегафони вишка. Аурди рошди адам сахавенз амал тафал адам сахав дар жун чофта что фичо не знам как то аурди рошди вет. Мака линьота дар босахто мамо трансфортор. Недавние ливневые дожди смыли проселочные дороги и дорогу, соединяющую Синагур и Теделет. Из-за этого осложняется работа электриков. Транспорт не имеет доступа непосредственно к столбам, и рабочим приходится протягивать провода вручную. По словам Ромео Цхавребова, работы завершатся в течение 2 дней. Оксана Джуева, Арнольд Харебов, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. В летний период спортсмены активно готовятся к предстоящим в новом сезоне соревнованиям. Подготовительные сборы проходят как в самой республике, так и за ее пределами. Группа борцов выехала в Северную Осетию, где они в течение нескольких дней под руководством своих тренеров будут интенсивно заниматься. Обо всем подробнее расскажет наш спортивный обозреватель Батрат Схуриев. Группа юных борцов выехала в северостинское село Дзинага, где пройдут подготовительные сборы. 44 спортсмена проведут там 10 дней. Тренировки будут проводиться по специально подготовленной программе. В первую очередь будет уделено внимание физической подготовке. Тренировки будут проводиться под руководством Артура Гагиева, Марата Гагиева и Азамата Бикоева. Нафетчок да нахуз дарду уфетена общая физическая подготовка, то есть стройсом зарядка, сихрен тренировка, и зара качаться конжестан. Трехразовый питание джис, стей шавджестан, оулавчестан, анаксис умараудавджестан шаптакан. Юные борцы впервые в своей жизни проведут подготовительные сборы. По мнению тренеров, они значительно прибавят в силе, что поможет им в подготовке к новому спортивному сезону. Физика дар фатахчен дараҷаста, финусли восита дар фатахчен дараҷаста. Найдар нимо зборшу визуга дар наканенч манерон фитча хотфинҷаста. Фитчак дар нафанде шамай гцал режим неназбоду нафину зборшу. Узнен нафанде заган на президентам. Коглу Толон Эдуардо Фертал. Кафарастенам кайфа охоскута. Оҷи нафанде заган бузнек на спорт министран. Хубешта Рустон Ҷемолов Фертал. Оҷи нафанде заган на парламент сарлаваган. Олон Юревичан. Зита Григорьевна нафанде штарбузнек заган. Чи дарит дар нафакости. Юлдар Сашаран Бомбира. Завтра во Владикавказе пройдет международный турнир по вольной борьбе «Сила России». В составе сборной Северной Осетии в нем примут участие югостинские борцы Арсен Кочиев и Рулан Пухаев. После завершения соревнований они выйдут в Дзинага, где присоединятся к группе проходящие сборы. شما بودم ایشتی با خودای پیت خیجر جق سارستا بردگوند کاماندا مسکوت تو پلیکیت کاته چیران بلته اسخات کاته اون کاماندا ما با خودت من انجا دوله پو با خودتا اوش یرستم نویش تو تورنیر واژنج تنگ خورزورا وینه من جوجینیس کاماندا تا کاماندا ما کاماندو خدشته کاماندا تا وجسته داگستان دوله کاماندا جلجق دوه کاماندا آرمینیا جوجینی کاباردینا بالکاریا تن کورسون جوجینیس
Значит, хватит кейсен, чуть меня нахсус гоню, меня мауша уровень саранет угони хажется. В новом спортивном сезоне юных борцов ждут разные соревнования. Югостинские тренеры большие надежды возлагают на юных борцов. Рассчитывать, канам шагайдар, уже где-то серьезный дар кустам, хотя не серьезный никакой кустам. Фалайеры на поколение журналист, что удони на уже тут схумалам бнайдар бакусан. Ну, христар поколение инадар кайзагнах, фалахадо инадар уже подключат канам шамай где-то ноты инадар куст канам сина. В Дзинагу юных борцов проводил председатель комитета по молодежной политике и спорту Руслан Хубешта. Как он отметил, комитет проведет подготовительные сборы и спортсменам, занимающимся плаванием, дзюдо и художественной гимнастикой. Батрас Хурьев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Ну и по традиции в конце передачи расскажем о погоде на завтра, 6 июля. Завтра в республике будет ясная солнечная погода. В Знаурском районе днем 28 градусов тепла, ночью плюс 17. В Дзавском районе днем плюс 26, ночью 13 градусов тепла. В городе Койса днем плюс 22, ночью плюс 11. В Ленигорском районе днем плюс 27, ночью плюс 17. В столице республики, в Цхинвале днем плюс 27, ночью плюс 15. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание. До свидания.